всех вот здесь вот каналах и везде об этом идет речь, и как будто чуть ли он такой преступник, э, Зеленский. Что я хотел бы сказать по этому поводу? Как говорится, коней на переправе не меняют. И то, что если Зеленский там совершил то или другое, это, конечно, лучше видно украинскому народу. Мы туда не хотим, как говорится, вмешиваться, не говорим ничего. Мы, может быть, тоже многие такие вещи нам не нравятся, но это не значит, что мы должны сейчас мешать украинскому народу, президенту в борьбе против агрессора. Мы в первую очередь чувствуем, что происходит, и все, что происходит, мы чувствуем, что это в пользу кого? Империи. Это против России не работает. Работает только в пользу Кремля. И поэтому я бы со своей стороны свою позицию сказал бы, не надо сегодня гнобить президента, надо решать проблему, которая возникает, главную проблему. Нас хотят отвести на второстепенные такие вот вопросы, там то украл, это украл. Конечно, везде и всюду воруют. Где нет коррупции? В какой стране нет коррупции? Скажите. Конечно, на Западе, в других местах против этой коррупции есть специальные законы, специальное расследование. За это сажают и все такое. Но в ходе этой войны, которая сейчас происходит, я, конечно, не за то, чтобы сказать, что это было или не было. Пусть расследуют все это, но это не должно касаться власти, которая сегодня ведет сопротивление, вооруженное сопротивление против Российской империи. Вот моя позиция в этом вопросе. Потому что это потом ударит по всему вот этому моменту, который сейчас нужен в пользу России, Кремля. Они сидят там, что только не говорят, что только не накручивают, говорят незаконная власть, говорят еще что-нибудь. Все негативные такие вот, скажем, обвинения в адрес президента Зеленского Кремль разыгрывает. И мне кажется, что эта работа, которая сегодня вот так раскручивается, за этим стоит именно вот эта власть Кремля и его агентура, которая находится в самой Украине, скорее всего. И в то же время, наверное, и не без этого, но все равно сейчас этот вопрос должен быть не главным. Главный вопрос – это защита Украины, это изгнание российской армии со всей ее территории полностью, чтобы российская армия убралась оттуда. Вот моя позиция по этому вопросу, хотя мы думаем, что бороться, конечно, с этим надо. Этот, может быть, момент может быть хорошим уроком, но сейчас вот эти вот разговоры о том, что сменим президента, сделаем то, это делать нельзя. Это мы говорим от имени нашего легитимной власти, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы говорим от нашего имени народа, потому что мы представляем его интересы в зарубежье. И ни в коем случае я советую, пример тех, кто это решает, хотя мы не вмешиваемся, что вопрос, у нас такие вопросы тоже стояли всегда. Даже пытались убить первого президента Жохара Дудаева тайно. Были и другие попытки убить того или другого наших президента изнутри. И это всегда выяснялось, это были эти поползновения российской агентуры и российской власти. Поэтому в этот период этот вопрос поднимать, его нельзя снимать, но поднимать и решать вопрос таким образом, чтобы его сдвинуть со стороны и чтобы это как-то было сегодня в пользу России, нельзя. Вот моя позиция по этому вопросу. А то, что сейчас вот это расследование идет, и это становится на первый план, и здесь виновен действительно сам президент, говорят, да, но это надо полностью разобраться, кто там есть, навести этот порядок, чтобы этого не было. Я так думаю, что президент Зеленский это сумеет сделать, и ситуация выправится. Вот моя позиция по этому вопросу и позиция легитимной власти в зарубежье, которая есть от нашего государства. Государство, которое Украина признала, и признала, что совершен геноцид чеченского народа,
и что вот она оккупирует